Кого из людей ждет участь шайтана? Сатана одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они являются партией сатаны. Воистину, партия сатаны – это потерпевшие убыток. Сура Муджадаля, аят 19. Сатана или шайтан – это существо, упомянутое в Коране под именем Иблиса, проявившее непокорство Аллаху, отказавшись поклониться Адаму по его повелению, и за это изгнанное из рая, лишенное близости к Аллаху. Иблис не избрал путь признания своей неправоты и покаяния, чтобы заслужить прощение за свою вину. Напротив, питая ненависть и враждебность к сынам Адама, он попросил у Всевышнего Аллаха дать ему отсрочку до дня Киямата с тем, чтобы отдалять людей от божественной милости и помешать им поклоняться Аллаху. Как видим, Всевышний Аллах не стал немедленно изгонять шайтана от себя из-за учиненного им бунта. Сначала Господь дал ему возможность высказаться, признал за ним право осознать свою вину и покаяться. Однако, когда Иблис стал упорствовать в непокорности и неверии, Аллах велел ему не снуриться с занимаемого им высокого места. Поскольку душа, получившего отсрочку шайтана, была окутана чувством мести, смело обратившись к Аллаху, Иблис так объяснил свои чувства и намерения: «Господи, за то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех». Сура Хиджр, аяты с 15 по 39. Ответ Аллаха Тааля был таков: «Воистину, Ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за Тобой». Сура Хиджр 15:42. «Изыди отсюда, презренным и отверженным, а если кто из них последует за Тобой, то я заполню гиену всеми вами». Сура Аграф, аяты 7-18. Это значит, что последователей сатаны, примкнувших к его партии, ждет одинаковая с ним участь. Как становится понятным из этих аятов, шайтану не дана никакая сила, чтобы могла одолеть искренних рабов Господа. Следовательно, человек, противостоящий шайтану всей своей жизнью, во всех своих мыслях, чувствах и поступках, сохранит способность быть рабом Аллаха. А если в ком-то имеется какая-то присущая шайтану черта, значит в нем есть что-то от шайтана. Задача Иблиса — показать людям все плохое хорошим, заставить их заблудиться с истинного пути, наущать и зарождать в их душах сомнения. Вот поэтому Всевышний Аллах предупреждает людей: «Неужели вы признаете Его и Его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззаконников». Сура Каф. «Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми воинами Иблиса». Сура 26, аяты 94-95. Здесь содержится явная угроза Иблису и его сторонникам. Сатана нашептывает человеку: «Не веруй». А когда человек становится неверующим, шайтан говорит: «Я не причастен к тебе, я боюсь Аллаха, Господа миров». Концом тех и других станет попадание в огонь, в котором они пребудут вечно. Сура 59, аяты 16-17. Задача му'минов – добиться довольства Аллаха. Материалисты стремятся удовлетворить прихоти своего нафса, а цель последователей шайтана – доставить удовольствие Иблису. Те, кто не желает прогресса нашей уммы, ищут разные пути для того, чтобы превратить наши семьи и нашу молодежь в послушное оружие в руках заблудших групп и течений. Будем же укреплять семейные узы, откажемся от методов воспитания детей, связанных с руганью, запугиванием, унижением их достоинства. Будем искать такие пути решения проблем, которым будет рада наша молодежь.
Ведь иначе молодые люди могут посчитать, что по отношению к ним совершается несправедливость и насилие, захотят в отместку наказать своих родителей и с этой целью начнут заниматься такими делами, которые принесут их родителям большие огорчения. А если так, то давайте приведем в порядок свои мысли, слова и поступки. Не будем следовать по стопам шайтана. Защитим себя, свои семьи и детей от наущений шайтана и не встанем на его путь. Постараемся решать существующие в наших семьях и в обществе проблемы, вместо того, чтобы искать виновных. Будем брать больше ответственности на себя, предъявляя требования сначала к себе и лишь затем к нашим детям. Будем стараться понять их. Да защитит нас Аллах от шайтана и от его зла. Пусть направит нас по пути Аллаха и его посланника. Да благословит его Аллах, приветствует. Аминь. Когда в душе твоей тоска, не в силах ты ее унять, ты взор к Аллаху обрати, и сможешь ты ее изгнать. Когда в душе твоей восторг, не можешь ты его объять, дуа к Аллаху вознеси, и сможешь ты его принять. Когда супротив стал весь мир, вокруг тебя одни враги, к его защите прибеги, и против них ты не один. Когда с друзьями ты един, готовых рядом встать всегда, в молитвах вновь его проси, ты дружбу эту укрепить. Когда беда приходит в дом, не знаешь, как ты поступить, пред ним ты голову склони, начни о милости просить. Когда ворвется радость в дом, что благо в жизнь твою несет, добра его не забывай, лишь от него оно идет. Когда нужда берет за горло, не знаешь, чем детей кормить, лишь у него моли ты благо, не стоит у людей просить. Когда достатком дом забит, не знаешь, что еще купить, ты взор на бедных обрати, и он тебя вознаградит. Когда здоровьем полон ты, не знаешь сил, куда девать, дуа смиренно вознеси, его ты должен восхвалять. Покуда дышишь в мире этом, всегда Аллаха восхваляй. Пока живешь ты в мире этом, пусть слышит он. Хвала тебе.